Традиции гостеприимства. Казахские традиции гостеприимства очень похожи на все восточные устои, очень уважительное отношение к гостям. И при этом в прошлом у казахов было очень строгие выговоры за плохую встречу гостя, даже если это неизвестный гость. Прием гостей начинался с приветствия, затем гостя усаживали на самое почетное место. Обычно это дальняя часть в центре юрты. И после этого гостя угощали кумысом, различными закусками и подавали мясо. В некоторых случаях гостям преподносили различные подарки. Почетным гостям дарили шапан, халат, но подарок мог быть и другим. Традиции гостеприимства у казахов включает в себя множество различных обычаев, которые принимаются в зависимости от ситуации и от статуса гостя. Ат мінгізіп шапан жабу, обычай самого высокого почета, заключается в дарении гостю коня и шапана. Бата – это благословение при уходе гостя, особенно если гость потом собирается в дальнюю дорогу. Обычно эта традиция выражается в красивой поэтической форме. Бель-кутерер – это угощение для самых пожилых гостей и символизирует заботу и уважение к старшим. Бис-шахсы – обычай, который передается как 5 даров, схожий ат мінгізу шапан жабу, включает в себя подарок из верблюда, коня, корова, сабли и шубы. Ерулік – древний обычай гостеприимства отношений новоселов, племени или деревни. Когда новым соседям оказывается некоторая материальная помощь, проходит знакомство с жителями, способствующее адаптации к местной жизни. Курымдык – подарок, который дарит гость за право увидеть молодую невестку или новорожденного. Конагасы – это угощение, которое надо обязательно подать, даже если пришел случайный или неизвестный гость. Если хозяин дома не преподносит хонагасы, то гость мог пожаловаться старейшине селения, и хозяин должен уплатить штраф в виде лошади или домашнего скота. Конак-каде – это подарок хозяину дома от гостя, и под подарком обычно подразумевается исполнение песни, стиха и так далее. Шашу – это обычно осыпать гостей конфетами и деньгами. Он проводится на свадьбах, во время сватовства и на других похожих мероприятиях.